В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. На этой неделе в Абхазии вспоминали первый день Отечественной войны. 14 августа 1992 года. День, который поделил жизнь жителей республики на «до» и «после». Вертолетные обстрелы, автоматные и пулеметные очереди вмиг нарушили тишину. Вспоминали, как не верили в происходящее, как мобилизовали все силы. Бои на Красном мосту. И то, как в течение суток после вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию, в Гудауту, через перевалы начали прибывать первые добровольцы. Они шли с Северного Кавказа, юга России и стран дальнего зарубежья. С 2012 года в Абхазии 15 августа отмечают День добровольца. Этому памятному дню мы решили посвятить нашу передачу своими воспоминаниями о войне, о том, как добровольцы Северного Кавказа сражались вместе, плечом к плечу, с абхазами. С нами поделится гость в студии. А пока давайте вспомним, как в Абхазии отметили две знаменательные даты – День памяти защитников Отечества и День добровольца. 25 лет назад, 14 августа 1992 года, войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней и ночей. Война, которая унесла жизни тысяч сыновей и дочерей Абхазии, Северного Кавказа, юга России, представителей нашей зарубежной диаспоры. 14 августа по всей стране прошли памятные мероприятия. Люди возлагали цветы к памятникам погибших, ветераны делились воспоминаниями о своих фронтовых буднях, о погибших друзьях. По всей стране в этот день прошла акция памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Минуту памяти в столице организовала компания «Амобайл». 15 августа в Абхазии отметили День добровольца. Именно в этот день, 25 лет назад, на второй день после начала Отечественной войны народа Абхазии, в Гудауту прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. В Отечественной войне приняли участие более 2000 добровольцев. 51 из них удостоен звания Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 медалью за отвагу. Рядом с народом Абхазии плечом к плечу за свободу Апсны воевали добровольцы из Северного Кавказа и юга России, Южной Осетии и Приднестровья, представители нашей диаспоры из стран дальнего зарубежья. Более 260 добровольцев погибли, защищая свободу Апсны. В День добровольца в Абхазию приехали ветераны из Чечни, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии, Адыгеи, представители казачества, добровольцы из Турции. Как обычно, в этот день многолюдно у памятника добровольцам в Гудауте, рядом со зданием, где в годы войны размещался штаб Конфедерации горских народов Кавказа. Как отметил президент Рауль Хаджимба, добровольцы в Отечественной войне народа Абхазии подняли боевой дух абхазских воинов. Защищать свой дом – это обязанность каждого мужчины. Но прийти на защиту чужой родины, отстаивая справедливость, высшая степень человечности и смелости. Благодаря вашей поддержке нам удалось остановить врага, вернуть нашей Апсны свободу и независимость, восстановить справедливость. Сегодня многим трудно понять, что вело тогда молодых людей сюда, в пылающую Абхазию. Это был порыв души и сердца сынов Кавказа. Они ехали сюда за победой и добились ее вместе с народом Абхазии. Мы когда приехали, в первую очередь мы смотрели не в ту сторону, где враг находится, а в ту сторону, где находится Абхазия. Сколько же их, сколько же среди них готовы сложить жизни за свою родину. Их было, те, которые были, один человек, можно сказать, заменял 100 человек. Были такие ребята. Они, иначе и не могло быть. Абхазы всегда были воинами, героями. И каждый абхаз, он этого доказывал, что он действительно воин и герой. Массовая поддержка абхазов народами Северного Кавказа свидетельствует о братских взаимоотношениях и исторической памяти, подчеркнул в своем выступлении президент Конфедерации горских народов Кавказа Муса Шанибов. И какая же встреча без традиционных танцев?
Ежегодно в этот день ветераны войны вместе с добровольцами приходят на могилу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, чтобы отдать дань памяти и еще раз вспомнить о событиях 25-летней давности. А вечером в Государственной филармонии состоялся концерт по случаю Дня добровольца с участием Государственного академического ансамбля танца Кабардино-Балкарии «Кабардинка». Многочисленные зрители пришли насладиться искусством знаменитого на весь мир ансамбля. В концерте также принял участие Государственный ансамбль танца Абхазии «Кавказ». Ирина Аршба специально для событий недели. Своими воспоминаниями о войне, о том, как добровольцы с Северного Кавказа сражались вместе, плечом к плечу с абхазами, поделится доброволец из Чечни, командир роты 1-го чеченского батальона, кавалер ордена Леона Муса Тартаев. Здравствуйте, Муса Шарипович. Здравствуйте. 15 августа 1992 года, на второй день начала Отечественной войны народа Абхазии, прибыли первые добровольцы под командованием султана Сосналиева. В Абхазии принимало участие более 2000 добровольцев, 51 из них удостоен звания Героя Абхазии. К сожалению, были погибшие, более 260 человек погибло, добровольцев, сражаясь за независимость Абхазии. Очень сложно говорить о том, какой был бы исход войны, если бы не вот та мощная поддержка, которая к нам пришла, если бы не добровольческое движение. Вот мне интересно, каковы ваши личные были мотивы приехать в Абхазию и помогать абхазскому народу? В то время, в 1992 году, по воле судьбы, наверное, я был лейтенантом войск Конфедерации горских народов Кавказа. Вот. А когда нам объявили, что в Абхазии началась война, народ начинает бороться за свою свободу, к нам прибыли добровольцы из Адыгеи на 4 автобусах и разместили в городе. Через день вместе с ними, уже в качестве добровольца, мы тоже пришли на помощь своему братскому народу. Ехали долго. По дороге руководство тех республик, территории которых мы пересекали, сопровождали нас, помогли нам и с едой подвозили, сопровождали с машинами, с мигалками. Ну, в Черкесии, по-моему, да, в Черкесии, возле родника Архыз, мы оставили машины и пошли оттуда пешком. Нас было 54 человека. Среди них 8 человек было и кабардинцев, и адыгейцев. Ну, смесь у них была, для меня они одни, братья. Каждый из нас с собой нес по 20, 25, иногда 30 килограмм боеприпасов. Знали, куда мы идем. Нужна была помощь людям. Мы оттуда ушли пешком. Этот день до вечера в лесу переночевали. Утром вышли оттуда. Пересекли какую-то горную речку. Очень холодная была. И вдоль этой речки мы шли к Рыцинскому перевалу. Навстречу нам из пастбища там находящихся абхазы с лошадьми, привязанными друг за друга, шли нам навстречу, помогали перегружать туда и унести ящики с боеприпасами, снарядами, там, минометные, гранатометные. А мы шли, правда, уже сутки прошли, но как мы ничего не ели. Добрались ближе к обеду, по-моему, нет, или после обеда, мы добрались до пастбища на той стороне Рыцинского перевала, где были абхазы. Они нас угостили козьим молоком и мясом тура. В своей жизни первый раз ел мясо тура. Очень вкусное было. И чуть отдохнув, мы пошли обратно, в путь уже. Поднимались в Рыцинский перевал. Оглядевшись назад, мы-то с оружием шли. Мы видели, как много людей, приехавшие на автобусах поближе к этому перевалу, пешком шли за нами еще.
Подниматься не так тяжело было, как спускаться оттуда. Скользкие тропинки иногда бывают, мелкие. Щебень там, камушки. Поскользнулся, уже понесся с таким грузом. И ближе к полуночи уже мы прибыли на, если я не ошибаюсь, это был дом охотника. Нас всех, кто уже растянулись, уставшие были, тяжело было идти, уже обувь у некоторых, подошвы уже разошлись. 5-6 человек встречают на машину, быстро оттуда вниз. Я впервые в своей жизни был на территории Абхазии. Ну, нас 5 было, мы сели в кавзик и от усталости уснули. Ну, тогда нам казалось, что мы только 5 минут поспали, когда водитель сказал: все, приехали, ребята, вставайте. А в какой день вы приехали уже в Гудауту? Это какое число Я было? скажу сейчас, в ночь с 19 на 20 мы уже были в Гудаутах. Каждый, как только мы спустились на землю, тянули нас к себе. Он ко мне пойдет, он ко мне пойдет. Гостеприимство абхазов было просто-напросто, они спорили между собой. Подождите, говорим, не рвите на нас эту одежду, нам еще воевать надо. До того люди радовались нашему приходу. Вот, пошли к человеку, у него уже баня готова была, искупались там. Подошвы все были уже белые от того, что долго топтали. Говорит, кушать подано. Только, ребята, говорит, если вы давно не ели, ну, не советую вам много есть. Чуть-чуть поедите, ну, и отдохните, а потом снова будет вам что поесть. Мы чуть-чуть попробовали, легли спать. Утром проснулись, пришли к штабу конфедерации. Там построились, нас было 54 человека, нас разделили на 2 группы. По 27 человек на каждую сторону. Ну а потом сказали, что будут рассылать так, чтобы позиции держать. Жили в Черноморце, в гостинице «Волна», по-моему, там жили. Потом у Раша. Раш наш старший брат, он нам и отца, и брата заменил. А его коллектив нам заменил и матерей, и сестер. Но не давали нам знать, что мы в чем-то нуждаемся. И теплое слово: ребята, как вы, устали, там то да сё. Прием был такой сердечный, душевный такой. Да, Абхазии была важна не только физическая поддержка, но и моральная составляющая. Это была очень важна. Очень важна была. И вот потом нас на сутки переселили в Новый Афон, там, где сейчас по дороге с левой стороны есть озеро, где лебеди плывут. Поближе, вот в этом дворе, поближе к горе, находится двухэтажный особняк. Мы там на 2-м этаже поселились. Где-то в 2 часа ночи командиры дали приказ оружием не бряцать, тихонечко встать и пойти, чтобы никто не слышал. Мы пошли, за городом нас ждали 2 ГАЗ-66, сели туда, и нас отвезли в Нижние Эшеры. Возле какой-то лаборатории мы прошли, это я помню, там еще тогда были мандариновые поля. Впервые в своей жизни я видел эти деревья только утром уже. Провели первую операцию и вернулись. 1 потеря была. Наш брат Адам, чемпион мира по классической борьбе. Адам Хуаде? Да, был убит. Ну а дальше уже в Гудауте много людей просили оружие. Сделайте оружие, достаньте оружие. Но мы тоже хотим воевать. Молодые люди, 15-16-летние. После этой операции определились в сторону Колхиды, в сторону Гагры. И там были. Гагурская наступательная операция. Да, там они наступали, и мы попали в мышеловку. Всевышний нас вытащил оттуда. И потом тыльную сторону Колхиды защищали, поссорили между собой. 2 сопки, которые против нас воевали, спустились ночью, поднялись к одной сопке. С этой сопки на другую сопку огонь. 2-3-минутный огонь, не прекращая. И сами сползли оттуда, руки на себя, и все. Скат такой, что по деревьям стукался, но уже внизу. И до самого утра они между собой воевали, а мы на стороне наблюдали. Это военная хитрость была, командира нашего. Появлялись уже и раненые, и погибшие.
кто из нас в плен попадал, чеченцев, в живым нам их не возвращали. Перебивая, во время Ничего. войны чеченцы были самой большой этнической группой из северокавказских народов, которые защищали Абхазию. И я помню, как старшие рассказывали, как чеченцы наводили ужас, страх на врага. Это Понимаете, было. дело в том, что у нас, как вам это сказать, менталитет, что ли, у нас такой. Если умру, то умру с именем Всевышнего на устах. Отступать не знали, что такое, только вперед. Вы до 92 года в Абхазии не были? Никогда в своей жизни, только на карте я видел, что в составе Грузии есть там Абхазская АССР и Аджарская АССР. Ну вот, возвращаясь к моему первому вопросу, каковы были мотивы воевать за чужую страну, так скажем, за чужую родину? Я не знал этих людей, я знал, что Грузия большая. Если Абхазия, там, я посмотрел на карту, это маленькая республика. По карте там видно, что очень маленькая республика по сравнению с территорией Грузии. На маленького человека нападать, у меня в армии были, друзья были, никогда я не давал одного в обиду 2-3 людям, которые пытались его как-то либо сломить, либо сделать так, чтобы он им подчинялся. За слабого заступиться – это благородство любого кавказского джигита, будем так говорить, да? Если сосед попал в беду, в обязательном порядке соседу надо помочь. Ибо мир таков, что земля круглая. Рано или поздно ко мне тоже может прийти беда. Мы братья по крови. У нас обычаи схожи. Хотя языковая разница у нас в языках, но все равно обычаи, песни, танцы. Сейчас я задумываюсь над этим, а тогда не задумывался. Мы это доказывая самим себе, что мы что-то можем в этой жизни, что мы не боимся что-то. Шли сюда, пришли. А дома находящаяся мать, Да, кстати, как родители ваши, семья отреагировала на ваше решение? они не знали, что я пришел сюда. Лишь только после того, как я приехал домой, мать моя узнала, она сказала: я понимаю твой порыв, говорит, ты пошел на помощь людям, я тебя знаю, говорит, я тебя рожала. Какой ты рос, я тоже знала. Но если бы ты пошел бы туда с моего благословения, я бы тебе не запретила, говорит, но тебя охранял бы Всевышний. Тебя и так охранял, говорит, но перед Всевышним твоя совесть должна была быть чистой. Сейчас уже мне 53 года, тогда мне было 28 лет. Я был не молодой, не женатый, холостой, мне терять было нечего. Мой друг Абдулзагир Акилов, он со мной сюда пришел. Я ему говорю: у тебя жена, дети, не иди со мной. Он говорит: нет, тебя одного не отпущу. Куда ты, туда и я. Вот это вот дружба. В Абхазии очень много друзей. И братьев, и названные сестры у меня здесь есть. Вы часто приезжаете в Абхазию? Я, к сожалению, не могу часто приезжать, но в этом году я уже 2-й раз приехал сюда. Я приехал в июле месяце, 14 или 15 июля был уже здесь, и сейчас на День добровольца приехал. И еще, если доживу до того момента, на День Победы тоже приеду. И очень хочу участвовать в мероприятиях 25-летия освобождения Гагры. Какой след у вас оставила война в Абхазии? Какой след оставила Да. война? Как вам сказать? Что ни говори, человеку не хочется вспоминать плохое. Кровь. Долго снилась война? Да, долго снилась. Не скрою. Эта война и по сегодняшний день мне снится. Почему? Потому что у нас дома тоже были 2 военные. А какие самые сложные эпизоды войны вы вспоминаете чаще всего? Самый сложный эпизод. Этих эпизодов много, но я знаю одно. Во время войны, во время боя ни в коем случае не надо смотреть рядом стоящему в глаза. Ни в коем случае. Пробегающему в глаза нельзя смотреть. Если у него в глазах страх, это передается моментально. Если ты не знаешь, что такое страх, посмотришь на испугавшегося человека, ты уже испугаешься.
Этого нельзя допускать. А моменты были такие, что вот отдыхающий попал один, накинулись на них. Ребята позиции сдали, ну и попался он в плен. Это в начальном периоде. Я его знал еще с училища, когда дома учился, после 10 классов в училище. Я его с тех пор знал, этого парня. Он сюда пришел добровольцем. Нам его истерзанным выдали взамен 7 пленных. Он был горячий еще. Тогда мы сказали, и каждый приготовил для себя гранату. Он висел с правой стороны на этой разгрузке. Кольцо всегда было не раздавленное, зажимочное, а прямое. В любой момент взял, схватил, вытащил и все. Чем под пытками терять достоинство мужчины, лучше уж сразу умереть так. Это было тогда в начальном периоде. К сожалению, не к сожалению, это даже честь для меня. В сентябре месяце я выполнял секретное задание Владислава Ардземба попасть на территорию Чечни через морское сообщение. Нас было 3, мы это сделали. Оказывается, они еще тогда планировали освобождение Гагры. Нам позарез нужны были гранатометные снаряды, кумулятивные. И вот это вот я выполнил задание первого президента. Потом я еще 2 раза сюда приезжал, прилетал и улетал. Ну так, будем так говорить, на прогулку. Те, кто пытались сюда приехать, надо было смотреть, с какими намерениями они шли. В этой среде уже разговаривая, ты уже понимал, что к чему и кто как на что идет. Кто-то что-то унести, а кто-то что-то отдать. То есть отдать свою жизнь, если это надо. И вот этих людей, придя сюда, обратно сажали в самолет и увозили. Кроме меня этой работой занимались еще несколько человек. А сколько чеченцев в Абхазии воевало? Сколько погибло? Погибло свыше 170 человек чеченцев. А прибыло сюда в общем количестве официально 2017 человек. Чеченцев? Да, именно чеченцев. Нет, я имею в виду, с территории Чечни прибыло сюда. Не только чеченцы там были, но адыгейцы приходили. Но им тоже, видимо, чинили препятствия, чтобы к нам туда добраться. Я не жалею о том, что я был здесь. Это мне предначертано было Всевышним. И никто, кого я слышал из моих однополчан, там, друзей, ни от кого я не слышал, что он жалеет о том, что был здесь. Ни от кого. Были ли минуты сомнения в том, что мы победим, что выиграем эту войну? Потому что были у нас и неудачные операции, и мартовское наступление трагическое. Желание абхазов освободить свою родину я видел в глазах каждого, кто ходил на передовую. Он идет туда, даже глазом не моргнет. Есть у меня друзья, которые вместе с нами в нашем батальоне. У нас батальон был интернациональный, первый интернациональный батальон. У нас были абхазы, у нас были армяне, у нас были грузины, у нас был литовец один, украинцы были, казаки были с нами. Это был интернациональный батальон. И вот там вот надо было бы этим правителям смотреть, что там между ними происходит, а потом делать эту политику. Не было бы войн. Люди просто-напросто с полуслова понимали друг друга и прикрывали друг друга, независимо от национальности. Скажите, а чем вы объясняете вот это вот добровольческое движение? Само слово «добрая воля», по доброй воле, без принуждения. Это другое дело. Принуждение – это уже призыв. Призвали в армию, там, призвали на войну. А добрая воля, я могу сказать одно, это может сделать лишь только тот, кто духовно богат. Расскажите о последнем дне войны. Как вы его встретили, где вы были? К сожалению, меня не было здесь, когда война закончилась. Не было меня здесь. И когда освобождали Сухум, тоже не было. Но под Сухумом
ну, вот Каман, село. Там я получил ранение. Прибыл утром, после обеда получил ранение и сразу же, без обращения к кому-либо, сел другим же самолетом и улетел. У нас в нашем батальоне не было принято там, перевязки там, делать там, что-то такое, там, ходить там, на перевязку. Но если ты получил ранение, ты не давал знать своему соседу, что ты ранен, чтобы его не отвлекать. Если он отвлечется, он может получить пулю. Война – это очень плохое дело. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Своим детям, извините за такое откровение, я прививаю любовь к своей родине. Любовь старшего к младшему, младшего к старшему и уважение. Младшего к старшему и старшего к младшему тоже. Без уважения не бывает любви. А что ваши дети знают об Абхазии? Привозите ли вы их сюда? Нет. И вообще подрастающее поколение в Чечне, что знает об Абхазии? Об Абхазии, в Чечне подрастающее поколение, наверное, не знает многого, но знает, что здесь была война, что чеченцы тоже были здесь. Это подрастающее поколение тоже под бомбежками росло. Но сейчас, благодаря нашему лидеру Рамзану Кадырову, он всячески старается, чтобы подрастающее поколение побыстрее забыло эпизоды войны, которые у них запечатлелись. Мирная жизнь сейчас идет полным руслом. А что нужно сделать для того, чтобы дети из Абхазии, дети из Чечни больше контактировали, общались, дружили? И вообще, Я могу сказать как активизировать наши связи? Вообще с Северным Кавказом, не только с Чечней, конечно же. По всему Северному Кавказу надо сближать народы и чувствовать родство, локоть товарища, говорят об этом так, да? Через спорт, через культуру, но не через оружие. Спорт и культура, она сближает народы. Раш Хутаба, это бывший чемпион Европы по вольной борьбе. С ним встретился наш доброволец тоже в прошлом году, тоже борец. Мы там встречу устроили им, они узнали друг друга, у них очень много общего, знакомых тоже. И он тогда еще предложил, давай мы сделаем так, чтобы министры культуры и спорта встречались и проводили соревнования там, чтобы детям было чем заняться и этим занятием получить новые знакомства. Спорт сближает людей. Через спорт и культуру люди могут достичь большего, нежели чем через войну. Во 100 крат большего. Если сейчас Абхазия будет нуждаться в такой же помощи, как тогда, как вы думаете, будет ли такая мощная поддержка, как это было 25 лет назад? Я думаю, что будет. Ну дай Аллах, чтобы этого не было, чтобы не было войны. Я же сказал, лучше плохой мир, чем хорошая война. Надеюсь, когда-нибудь люди станут мудрее и убедятся в том, что приросший к своей земле человек, он не может не быть хозяином этой земли. Я желаю всему абхазскому народу всегда, чтобы небо над Абхазией было ясным, светлым и добрым, мирным. Руководство Грузии в 92-93 годах недооценило добровольческое движение. Помнится, Шеварднадзе называл Конфедерацию горских народов Кавказа бумажным тигром, да, так с иронией. Спасибо, что 25 лет назад вы оказались с нами в самые трудные для нас времена. Пожалуйста. В вашей земле мира и Спасибо. благоденствия. Спасибо вам Спасибо большое вам. тоже. Вам тоже. Мирного неба над головой, здоровья, семейного благополучия в каждую семью и взаимопонимания всего народа. Я здесь сталкиваюсь с руководством республики, сталкиваюсь в том плане, что приходится иногда к ним подходить и смотреть. Я смотрю, тогда я не знал до этого. С 2014 года я уже несколько раз был у Рауля Джунковича, у Виталия Викторовича был. Я знаю одно. Добровольческому движению они уделяют очень много времени
и способствует тому, чтобы эти добровольцы, которые были когда-то здесь, не были ущемлены ни в чем. Пользуясь случаем, хочу сказать им огромное спасибо за то, что они так относятся к добровольцам. Всем нам надо иметь терпение. Терпение. Все мы хотели бы, чтобы у нас все было. Но оно бывает только потихоньку, помаленьку. Дом тоже строится потихоньку. Любви вам всем в каждый дом. Спасибо вам тоже. Спасибо вам. Приезжайте к нам почаще. Обязательно. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был доброволец из Чечни, командир роты 1-го чеченского батальона Муса Тартаев. Мы продолжаем выпуск. С 18 по 19 августа на творческой площадке «Склад» прошла персональная фотовыставка 16-летнего фотографа Арсения Чакмач под названием «Вдохни искусство». Арсений Чакмач не планирует в будущем заниматься творчеством, говорит, снимает для удовольствия. В основном Арсений любит фотографировать природу, своих друзей, случайных знакомых и просто интересные лица. Год назад при поддержке магазина 30 секунд мы выставили около 65 работ, 65 работ было на набережной представлено. Вот, и пришло довольно большое количество людей. И с теми же словами я сказал, я сделал лучше. Вот, и теперь мои работы висят на творческой площадке «Склад». Представлено около 70 работ, 73 работы представлено и 6 видеороликов. Были спонсоры, нашлись люди, которые помогли воплотить в жизнь все мои задумки, и я этому безумно рад. Один из главных христианских праздников Преображения Господня отмечают 19 августа все православные верующие. Праздник установлен в память о преображении Господа перед апостолами на горе Фавор. В народе преображение называется вторым или яблочным спасом. В этот день в церквях освящаются яблоки и другие плоды нового урожая. Во всех храмах проходят торжественные службы. На яблочный спас принято делать пожертвования и одаривать всех яблоками и яблочной выпечкой. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.